Уважаемый Аркадий Анатольевич, уважаемые друзья, коллеги, я с большим удовольствием присутствую на нашем замечательном круглом столе и с удовольствием выслушал выступление, можно считать, наших выдающихся участников работ. Это Любовь Даниловна Киприяновой и Елизавета Алексеевна Сидоровой. Но я должен сказать, вот именно с этой точки зрения, что решение всех вопросов, связанных с включением природного парка Ленские столбы в список мирового наследия, очень большую роль сыграли 3 женщины. Это прежде всего, конечно, вице-президент республики Евгения Исаевна Михайлова и выступившая передо мной Любовь Даниловна Киприянова и Елизавета Алексеевна Сидорова. Я считаю, что вот научную часть обоснования мы подготовили, ученые, в 2007 году, а практически вся работа была подготовлена, проведена именно благодаря этим нашим 3 женщинам. Аркадий Анатольевич, я хочу вам подарить, наверное, у вас есть, может быть, а может быть нет. Это первый вариант номинации для включения природного парка Ленские столбы в список мирового наследия, подготовленный нами в 2007 году при участии, конечно, очень многих научных учреждений. Но я думаю, что это, если даже у вас она есть, а я думаю, что, скорее всего, может быть, и в этом варианте, может быть, и нет, я считаю, что это должно быть у вас. Уважаемые коллеги, мне значительно облегчает мое выступление как раз то, что мы заслушали. Мы заслушали очень интересное выступление. По сути, отцов матерей создания национального парка Ленские столбы. Если сказать о том, что это общественное начало, это абсолютно верно. В 1960 году примерно была первая конференция нашего общества охраны природы, на котором замечательным докладом выступили выдающиеся наши ученые Прокопий Дмитриевич Ларионов, про которого вы хорошо знаете, и Вера Александровна Шелудякова. Это был первый доклад на первой сессии нашего общественного, по сути, организации о создании парка Ленские столбы. С этого начинается вся эта история. Я должен сказать о последующей истории. У меня очень много интересных материалов, но я, видимо, все-таки должен сказать о тех людях, которые, кстати, выступали, и об Евгении Исаевне Михайловой. По сути, 3 женщины. Евгения Исаевна, это Елизавета Алексеевна и, конечно же, Любовь Даниловна является, основной движущей силой нашей подготовки создания национального парка. Евгения Исаевна в течение
ряда лет, будучи вице-президентом, проводила очень обстоятельные, даже нам казалось иногда сверхобстоятельные обсуждения всех вопросов, связанных с созданием национального парка. Это имело очень большое значение, потому что в процессе этих встреч, этих выступлений мы сами тоже двигались вперед. Что касается Любовь Даниловна, то она представляла именно общественную организацию, общество охраны природы, которое в те годы организовывало, ну, вы, наверное, помните, различные конференции ежегодно. И на многих этих конференциях были большие выступления, связанные с вопросом создания женских столбов. Любовь Даниловна, еще будучи деятелем этого общественного нашего движения, была участницей одной из съездов Российского общества охраны природы в Москве, и она представляла там именно общественные организации. Елизавета Алексеевна, будучи представителем, руководителем якутской организации ЮНЕСКО, она обстоятельно очень вникала в наши дела. Я считаю, что в последующем они также сыграли очень большую роль. Я бы хотел сказать, что вот, собственно говоря, ученые, они определяют, пути, стратегию и так далее, готовят научный материал, но продвижение этих материалов, оно даже не дело ученых. Правда, я в последних этапах не могу говорить, потому что меня в силу каких-то причин, я не знаю, отстранили от этой работы. И последние годы я в этом не участвовала. Но были выступления, в частности, Германии, и там очень нас поддерживала и работала с нами эта Академия охраны природы, руководимая доктором профессором Кнаповым. И вот на одной из этих встреч по свидетельству первого президента Михаила Ефимовича Николаева наша Любовь Даниловна выступила с блестящим докладом, который бы получила поддержку. Но самое главное даже не в этом. А самое главное, собственно говоря, для продвижения всех дел необходима непосредственная работа с теми, кто голосует. И вот здесь я считаю, что и Любовь Даниловна, и Елизавета Алексеевна сделали очень много. И полагаю, что без этой такой повседневной работы именно по продвижению проекта, по вопросам, я не скажу, переубеждения многих специалистов, чиновников от охраны природы, международных организаций, это очень большое дело. Я считаю, что здесь вот наши дамы сыграли исключительно большую роль. Я считаю, что вообще создание национального парка особое значение имеет умение переубеждать тех,
кто был против. И вот совершенно правильно говорили о том, что на одном из последних заседаний главный противник, оппонент, стал как бы нашим человеком. А все решает ведь голосование. И вот это дело было сделано благодаря вот нашим, ну, я говорю, дамам. Я считаю, что вот мы все должны быть благодарны им за этот подвиг. В отношении Любовь Даниловны я скажу, что с самого начала нашей работы она, ну, не только поддерживала, но и, по сути, сама участвовала. Будучи очень любознательным человеком, она практически вникала в суть наших исследований. Она стала понимать все вопросы, связанные, скажем, с редкими исчезающими видами. Она очень хорошо стала понимать процессы, которые происходили 1 540 000 000 лет назад и которые здесь ну, являлись одними из важнейших ну, аргументов создания национального парка. Я считаю, что вот эти 3 дамы, они сделали, совершили, ну, можно считать, подвиг не только научный, но и практический. Я считаю, что вот я очень рад видеть наших дам, которые выступали. Это Елизавета Алексеевна и особенно Любовь Даниловна, что они в добром здравии продолжают работу. Так что я хочу их приветствовать и считаю, что они являются, ну, в значительной мере основателями нашего национального парка Ленские столбы. Давайте мы их поприветствуем. Так, мое выступление в значительной мере облегчается. Я хочу, так сказать о том, что эти идеи о создании национального парка, вначале они шли как ну, отдельно каждый свое выдвигал. Ну, должен сказать, что с Петром Николаевичем Колосовым мы стали очень активно работать после нашей участия в конференции в Бердице в 1997 году, где мы там представляли нашу республику. И после этого мы с ним стали очень активно работать. Но в справедливости ради надо сказать, что Колосов, будучи крупнейшим специалистом докембрийского периода, примерно за миллиард последних лет, он начал интересоваться вопросами уже, так сказать, позднего докембрия и начала Кембрия. И еще в самом начале нашей перестройки, нашего суверенитета, как мы говорили, он связался со Всемирным геологическим организацией истории. И уже в начале периода перестройки выступал с предложением о создании музея всемирного, музея природы такого, как, скажем, в Америке. Но, конечно, это были 90-е годы. Тогда это, естественно, не удалось. Но вот после 1997 года мы стали работать с ним очень подробно.
Ну, об этом, наверное, можно говорить другое. Я сегодня хотел показать несколько документов, которые, ну, говорят о тех первых шагах по созданию именно национального парка. Должен сказать, что вот у нас есть выдающийся такой архитектор Кузьма Лыткин. Он в 1988 году в журнале «Архитектура» выпустил замечательную работу. Я бы хотел ее, так сказать, вам сейчас показать. Здесь он, по сути говоря, впервые, может быть, из всех нас выдвинул вопрос о создании ленинских столбов. Вот эта работа, она имеется вот здесь. Я хотел бы, это 1988 год, и эту работу, наверное, вы сделаете копию, мне это возвратите, естественно. Так, я думаю, оно будет очень полезно. Самое интересное, я бы хотел подчеркнуть, что она, по сути, работа вполне актуальна и в наше время. Вот система, так сказать, его предложений обозначена вот на этой ткани. Я думаю, что вы сейчас же это сделаете. Я думаю, что это очень большой вклад в создание национального парка. Теперь я хотел сказать, что в 1987 году были созданы первые документы по памятникам природы. Кстати говоря, Олег Игоревич Щербаков, сын нашего тогдашнего директора института Игоря Петровича Щербакова, представил документы, по которым были созданы, утверждены как национальные, как памятники природы, именно вот первые наши. Это постановление вышло в 1987 году, постановление председателя исполкома Василия Васильевича Скрябина, и оно называется, так сказать, о утверждении и принятии на охрану таких замечательных памятников древней природы. Это Атчевик-Иритах, Атчевик-Твайдах, Лабья, Иланская и Каратас. Это наботали. Я думаю, что вот эти документы, копии, вам тоже будут нужны. Я бы хотел это... Но было тут ряд других документов, связанных с созданием национального парка. По сути говоря, в 1989 году было принято специальное постановление райисполкома и о создании, группы, что ли, по подготовке национального парка Ленинские столбы. Это решение 1989 года. Но работы проводились, вы знаете, это не так быстро, но все равно мы уже, это прежде всего биологический факультет университета и сотрудники института биологии, как тогда называлось, Якутского института биологии, ЯФСАН, подготовили
документы начали готовить документы по созданию национального парка. Именно по созданию национального парка. В 1989 году было принято соответствующее постановление этого Орджоникидзевского районного совета. Но должен сказать, что в то время все вопросы, связанные с созданием особо охраняемых территорий Сибири на Дальнем Востоке, занималась экспедиция, так называемая Новосибирская проектно-изыскательская экспедиция по охраняемым территориям, которую возглавлял Анатолий Семенович Александров. Но нам надо было, конечно, его выйти. Эта экспедиция была создана решением глав охоты России. И вот 24 января 1991 года я специально ездил в Новосибирск, где мы встречались с Анатолием Семеновичем. И подготовили первый вариант, так сказать, нашей работы по номинации именно Национального парка Женская свобода. Это очень интересные материалы. Я думаю, что я сегодня это хотел показать по той простой причине, что со временем все забывается, и многие эти вопросы просто не знают. Мы вообще-то с Анатолием Семеновичем были знакомы до этого, потому что его экспедиция подготовила номинацию сначала Алёпинского заповедника, а потом Успенского. Поэтому мы по этим вопросам с ним встречались, поэтому нам было легко эти вопросы обсуждать. Я хочу вам показать, как говорится, те первые документы, которые были тогда подготовлены. Но я думаю, что это самые детали я тоже передаю Аркадию Анатольевичу, они соответствующие копии, наверное, сделают так. Вот. Я думаю, что вообще говоря, это было самое начало. В самом начале надо сказать, упомянуть первых людей, которые начали работать. Это прежде всего Петр Алексеевич Тимофеев и наш знаменитый, по сути говоря, почвовед доктор Коноровский и ряд наших товарищей из биологического факультета. Вообще в работах принимали участие, по сути говоря, все выдающиеся представители нашей науки, которые работают в Институте биологии, тогда назывался, и в биологическом факультете. Я думаю, обо всем этом говорить не все, но по сути говоря, по недостатку времени мы не будем, а фактически, так сказать, наше дело, вы здесь говорили о том, что очень интересное, что наши выступавшие говорили о том, что в указе президента Михаила Ефимовича Николаева о создании работах по охраняемым территориям, по системе охраняемых территорий, ввели, удалось ввести. Но я просто предложил добавить, включить и открыть Ленскую столбу.
Так как Михаил Ефимович был всегда в курсе дела, по сути, по его, как вес показывали, по его предложению эти работы были в районе начаты. Поэтому это было поддержано. И начиная с 1995 года мы очень плотно работали с национальным парком. Должен сказать, что Любовь Даниловна, будучи просто очень любознательным от природы человеком, она вникала во все. И на самом деле на полном именно правильном подходе выдающихся наших ученых она является законным соавтором большой монографии, книги, книга альбома, связанная с палеонтологическими памятниками Средней Вены. Ну, вы эту книгу видели. Я думаю, что это очень интересно. Но вообще она совершенно четко, причем очень профессионально знакомилась и с нашими работами. Кроме того, она очень хорошо опекала наших школьников. Особенно сначала Ойская школа, а потом уже с 2002 года экспедиция Мириада со включением тех многих школ, о которых она же и говорила, и еще больше. Поэтому я думаю, что эти вопросы будут очень интересными. Я полагаю, что есть ряд таких документов периода подготовки национального парка. И хотелось бы, чтобы, так сказать, эти документы были в архиве нашего. Я их передам. Вот. И, наконец, выступление сегодня, очень замечательное выступление нашего дорогого академика. Это другое. Розанова, мы увидели и перспективы. И там особенно отмечена необходимость работы по созданию музея Кембрия, которым мы сейчас занимаемся. Я должен сказать, что на общественных началах мы собрали где-то 500 тысяч рублей, и в основном мои собственные деньги, к сожалению, и мы построили дом специально для этого музея, очень большую поддержку оказывает местное население и в том числе сотрудники наших венских столбов. Вот. Я должен сказать, что выделено 15 соток устья Ольмурана. Мы там поставили дом высотой где-то 8 метров. Он необычный дом, потому что мы там хотим тоже сделать монитор и показывать, так сказать. Этот дом является основой музея, Кембрия, мы так назвали. И в этом музее, кстати, говорил и академик Розанов в сегодняшнем своем выступлении. Это очень большое, великое дело, которое мы начали просто на общественных началах. И я думаю, что это наша дело будет поддержано и национальным парком, который уже поддерживает, а особенно, так сказать, нашими руководителями Министерства экологии. Я думаю, что
просто так общественно все это не может быть. Мы должны будем определиться, как с ними работать и какие совместные работы мы могли бы выполнить. Но об этом, так сказать, мы в частном разговоре с руководством нашего парка будем говорить весьма подробно. Я думаю, что на этом я, пожалуй, даже кончу. Смысл заключается в том, что я передаю старые какие-то документы, постановления и так далее, которых больше никогда нигде и не увидите. Поэтому я считаю, что вот тот круглый стол, который мы сейчас участвуем, он является очень интересным и, думаю, будет полезным. Я желаю больших успехов нашему национальному парку. И я очень рад, что даже в такой тяжелый год пандемии, когда, по сути, все не работает, парк принял 12 тысяч человек. Это что-то значит. Это все-таки парк живет и работает, и будет дальше развиваться. Я желаю больших успехов. Я желаю сотрудникам нашего парка и особенно ветеранам, конкретно Льву Даниловне, быть всем здоровыми, оптимистически настроенными и идти вперед. Спасибо. Спасибо, Игорь Григорьевич.